Liebe Berliner, liebe... Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Сегодня 23 декабря 2019 года. И мы снова в эфире. Так. Ну, как вы поживаете, люди добрые? Так, давайте тогда начнем с приветствий ваших. Аслан Маш Вольгель, ночь из Германии, Маршал Хейль, Унсоциал С, модератор мой дорогой, ассаламу алейкум, Хауми Телевон Джухаусар Хуай. Ва алейкум салам. Так, вы опять, короче, о ником говорите. Так, Аслан Мокшмеш Вогиль Хо, персона нон грата. Маш Мокшмеш Хейль Вайшавега. Так, Джахар Дудаев, ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, приветствую всех, говорит Джахар Дудаев. Так, говорит Анзорино. Так, Машуоль Аслан, 1000 subscribes for Garlic. Машал Хид. Джим Микровон, ты ходи ему. Так. Так, привет, Аслан, говорит Максик, приветствую, Максик, Леча Дадаш, салам Маршал Масергов, алейкум салам, Адам, ассалам алейкум, Аслан от грузинского. Грузинский, Одешу, грузинский. Ну, ты работаешь, я смотрю, дел рейс хуй, дальше еду адуэль адештик. Дел пойди ахулити шадига. Так, закро окрог, амар джобагин, агимар джос, бруда. Так, Машу Оля Асламбей, все остальные, говорят, леди Машал Хиль, Азер Турку, ассаламу алейкум салам, как найти Машу Оль, Машал Хиль, Эмин Закрил, салам Асламбей, ва алейкум салам, Альпес Манитбус. Аслан, что ты можешь сказать о 2 районах, переданных Дудаевым временно Ингушетии? Ничего не могу сказать. Так, по-моему, зависло, да? Сейчас глянем, что у нас тут происходит. О, у нас Венгрия на связи. Так, лунный свет. Аслан, сегодня Борис Тамахин рассказывал, как он пробрался полями в Украину. Молодец, Борис Тамахин. Настоящий революционер. Я бы хотел Бориса Тамахина видеть во главе протестного движения, во главе оппозиции. Но человек, по крайней мере, очень начитан, образован и предан идее свободы и демократии. Так что я считаю, что это очень хорошая фигура. Так, поехали дальше. Так, Иван Валерьевич, привет из Венгрии, слава свободной Ичкерии. Героям слава, приветствую Венгрию, приветствую Иван. Так. Так. Анна Александриди, Аслан, что ты можешь сказать о Ахьяде Дигове? Ничего плохого про Ахьяда Дигова я сказать не могу. Ахьяд Дигов стоял у истоков нашей государственности. Мне не нравится, что они не могут между собой найти общий язык, но я в это влазить не буду, это не мое. Мне хватает атак. Антирашизм. Ассаламу алейкум, салам Маршал Аслани, Вежешко, витаю Вильну Украину. Ва алейкум салам, антирашизм. Так. Как найти? Стамахин во главе протеста. Аслан, ты смеешься, что ли? Разве люди с менталитетом фашиста могут выбрать в лидере такого человека? Ну, если он был бы во главе, то уже, наверное, бы было по-другому все. И человек направлял бы в нужном направлении, мне кажется.
Так, Ибрагим Алханов. Аслан, как можно пытаться ссылаться на какие-нибудь договора с Россией, если, как нам всем известно, что договор не стоит этой бумажки? Не то, что нужно, можно пытаться, необходимо и обязательно нам надо добиваться. Понимаете? Сейчас поговорим об этом, обязательно поговорим. Я вот про договор зачитаю и поговорим. Тор, привет, Аслан, как ты? Супер, спасибо, Тор, приветствую тебя. И надеюсь, ты тоже супер. Так, агент ЦРУ, салам, Аслан. Салам, агент ЦРУ. Адам Адамов. Так, Амин Закириев сперва зачитаю. Асланбей, если у вас знакомые политобозреватели на германском ТВ, если есть, выступите на ТВ. Нет, у меня, к сожалению, политобозревателей нет, к сожалению. Адам, Аслан, ссылка, заголовок Мухи и Тарон. Срочно ОМОН и Росгвардия штурмуют защитников ШИЕСЛ. İçegine son. Adam. İçegine. Так, персона нон-грата. Аслан, будет ли разговор с Сашей Сотником? Ну, возможно, будет. Я пока ему не предлагал, пока он мне не предлагал, поэтому я пока не могу сказать. Так. Альпес Мантибус. Аслан, какая ваша цель? Новая война в Чечне? Ну вот, видите, как вы нехорошо говорите. Почему же? Так, сперва с Маждадой поздоровайся. Ассаламу алейкум, ассаламу ашур. Ва алейкум салам, Маждад. Маждад, тебя и Фримана очень сильно тут атакуют. Под вас подделывают ники и начинают там мутить что-то. Короче говоря, имейте в виду. Имейте в виду. Вы очень хорошо работаете и заметны, значит, даете умные, полезные, дельные советы. Раз вами уже вот интересуются и вас дублируют. Так, давайте вернемся к Альпес Мантибус. Аслан, какая ваша цель? Новая война в Чечне? Ну вот видите, вы задали вопрос и сразу задали, ну уже меня направили в нужном вам русле. Нет, конечно, какая новая война? Я призываю вообще к мирному сопротивлению, не насильственному сопротивлению. О чем вы говорите? Моя цель указана на этом канале. Вы можете посмотреть в описании к этому каналу. Там указано, что мы занимаемся контрпропагандой. Мы презираем, я лично и мои товарищи, мы презираем любые формы фашизма, лжи, пропаганды. Занимаемся антипропагандой, просветительской работой. Вот наша задача. Цель наша цель, если, ну, вы там можете ее почитать, ну, если вкратце, деоккупация нашей страны и привлечение к уголовной ответственности виновных. Не всех подряд, не всех военных русских, не всех ФСБшников русских, не всех виновных, которых в законном установленном порядке будет решение суда. Вот по ним мы хотим, чтобы эти люди были привлечены к ответственности и были наказаны за преступления. Вы понимаете, мы пережили геноцид, военные преступления в отношении нашего народа были, преступления против человечности, ну и акт агрессии против нашего государства. Соответственно, против этих тяжких преступлений мы хотим. Вы же не терпило, правильно? Вы же тоже хотели бы, если бы у вас кто-нибудь ворвался в ваш дом, убил бы всю вашу семью или треть вашей семьи, вы бы, наверное, пытались бы как-то возместить, восстановить справедливость, правильно? Ну вот мы пытаемся то же самое. И если кто-то взорвет очередной раз Дамасово и скажет, что это сделали мы, ну мы в этом не виноваты. Если опять нас будут убивать, ну извините, мы требуем своих прав. Мы же не россияне, терпилы, так сказать, которые должны терпеть. Нет. Русских вон взрывают, Путин, сам их президент взрывает. Они его 20 лет упорно переизбирают. Я не понимаю просто логики этих людей. Я не хочу жить с этими людьми в одной стране, понимаете?
Люди, которые выбирают убийцу их женщин и детей, я отказываюсь быть, я не хочу быть гражданином этой страны, я не хочу, чтобы подрастающее поколение росли среди вот этих убийц. Путин, я условно говоря, это, как много раз повторяю, это коллективный Путин. Это банда ФСБ, это Министерство нападения Российской Федерации, вот эти полицаи российские. Вот такого вот плана. Поэтому, извините, нет, мы войны не хотим. Салам, Аслан, как тебе санкции, говорит Эдмомедов. Салам, Эд, рад тебя видеть, читать. Очень хорошо. Сегодня санкции, которые были приняты Сенатом США, вот Эд напоминает об этом, подписаны, вчера точнее, уже подписаны президентом Дональдом Трампом. И они с момента подписания сразу же вступили в силу. Швейцарская компания, которая прокладывает трубопровод по дну Балтийского моря, отменила все свои работы и сразу же после подписания отказалась принимать участие. Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр России, уже начал вилять, как говорится, хвостом, и начал говорить, что через несколько месяцев они закончат работу и так далее. Может быть, что-то они и закончат, но газ получать, а продавать они там не будут. Так что вот так вот. Так. Поехали дальше. Анзорино. Развал Мордора не за горами. Да, я очень на это надеюсь. Лечат и дальше. В России несистемных оппозиционеров мочат. Да, я вообще не понимаю, что такое системный оппозиционер и несистемный оппозиционер. Если он системный, то он уже не оппозиционирует, правильно? Он, значит, играет роль. Да, вот такой этот. Они сперва создали, они как это делали, Гибня, КГБ, как они делали? Они сперва сказали, что вот у нас есть оппозиция, а есть вот системная оппозиция. Это та, которая признает вот этих террористов и убийц. И потом уже, когда они уже создали этих системных оппозиций, они подумали, а надо что-то делать вне системной оппозиции. И создали и внесистемных оппозиционеров в лице Яшина, вот этого Гудкова Дмитрия, кто там у них еще, Навальный, ну вот, и как бы внесистемная оппозиция, но она тоже системная. Это просто, знаете, создается вот такой, все, что можно заполонить, заполняется. Так, поехали дальше. Азери Турку. Асланбек, что для вас национализм? Дайте свое определение, отношение к этому явлению. Это очень сложный вопрос, Азер Турку. Его как-то надо обсуждать развернуто. Это займет, наверное, 1,5 часа как минимум, если надо это, если начать обсуждать. Но если коротко попробовать как-то сформировать. Национализм. Ну, национализм, если его не путать с нацизмом, да, когда ты привержен только к своей нации и считаешь ее лучше других, то национализм, как и патриотизм, это хорошо. Ну, патриотизм хорошо. Национализм в том смысле, который сейчас вкладывается в настоящее время в обществе, то это не очень хорошо. Также и ислам против национализма. Но любить свою страну, своих граждан, это очень хорошо. Ну вот, например, вот возьмем Турцию, например. Да, в Турции живет очень много граждан разных национальностей. И все они граждане Турции. Например, там живут чеченцы, которые уже там 150 лет, 200 лет живут там. И вот, например, какой-нибудь там гражданин Турции, там, какого-нибудь азербайджанского, да, происхождения, он говорит, я люблю, уважаю только граждан турецкой, азербайджанской национальности, граждан Турции. Вот это уже плохо. Если он говорит, я люблю всех граждан своей страны, я уважаю свою страну, забочусь о гражданах этой страны,
Это тоже в какой-то степени национализм, да, или патриотизм. Это хорошо. Ну вот такого плана. Это такие тонкие материи, что можно очень легко тебя можно записать и в это, и в это. В эту случае. Я, например, граждан своей страны, Чеченской Республики Ичкерии, не делю на разные национальности. Они для меня все граждане моей страны. И для меня, например, и сегодняшние ущемленные права русского, который там отстаивает свою позицию, независимость своей страны, да, таких очень мало, но они есть в Фейсбуке, они есть, они очень аккуратно говорят на разные вещи, но при всем при этом я, например, их не делю на чеченцев или там русских. Ну вот так, если коротко. Надеюсь, вы поняли, что я имел в виду. Так, реклама требует жертв, говорит Адам Адамов. Так, Хамзат Кило, ассаламу алейкум, алейкум салам. Маждад, тогда на правильном пути. Да, Маждад и Фриман, вас уже тоже затакфирили, вас уже предали анафеме, отлучили от мечети. Все теперь, вы тоже теперь. В моем полку прибыло, короче говоря. За нас решают, верующие мы, неверующие мы, как мы верующие, что мы должны делать. Эти зеленые, как их называли-то? Зеленые комиссары, или не помню, как это было название. Так, Макс Гарта, Машволь Аслан, салам алейкум, приветствую друзей Украины, ва алейкум салам, Машал Хиль, Макс Гарта. Так, Маждадач о Бали Вальцер, он социалист, говорит, Маждада надоел врагам Ичкерии. Это хорошо. Так, Кел модератор. Ват, Самзат Кел. Это все старые, просто он социал С сменил ник, скажем так. Так, неважно. Красавчик Асан говорит. Да, я такой, брат, Садиза. Так. Азери Турку. Для меня национализм – это сильная любовь к своему народу и стремление сделать его лучше во всех жизненных духовных аспектах. Да, это одна из частей. Ну что вы готовы ради этого сделать? Готовы ли вы задавить другую национальность, а не вашу национальность? Раз, даже если они граждане вашей страны и имеют равные права, или же даже если это другой национальности, да, приедет к вам, например, русский гражданин России, который ничего против Азербайджана не имеет, там, ну, абсолютно адекватно русский, которых очень мало, ну, допустим, такой к вам приехал, поставите ли вы его ниже, вот этот момент уже очень такой тонкий момент. Так, ДТЛ Франц, ассаламу алейкум, алейкум салам, ДТЛ Франц. Самуэль Кольт, основывает и мацлет от Спутин, жалешен, супер клей, так, супер клей, дикхилду. Готовьте супер клей, Самуэль Кольт. Так, антирашизм. Через 8 дней исполняется ровно 25 лет, когда первые добровольцы из Вильной, Украины, вступят в бой против фашистской России на улицах города Джахара, Грозный, плечом к плечу со своими побратимыми чеченцами. Да, это славная была охота. Ибрагим Алханович, согласен по поводу мирного сопротивления, но для этого нужно, чтобы созрела гражданская общественность. Ибрагим Алханов, полностью с тобой согласен. Вот мы все вместе, да, я только вот вас собираю в этом, вы тут можете писать, распространять, обсуждать идеи, подсказывать мне, направлять меня где-то. И мы все должны создать гражданское общество, мы должны интегрироваться, мы должны получить передовые технологии, передовые образования для наших детей, для нас самих, создавать общественные организации, группы. И не думайте, что один человек не может. Может. Один человек очень много может. Да? Вам достаточно в той стране, в которой вы находитесь, начать работать, и никаких проблем. Много можно не уметь, но в ходе процесса можно научиться. И ничего сложного в этом нет.
особенно если вы говорите на иностранных языках, или у вас есть человек, кто вам может переводить и помогать, это очень легко и, ну, не очень легко, скажу честно, но это не трудно на самом деле, и можно вместе заниматься всеми этими вопросами. И это уже будет гражданское общество. Вы можете создавать культурные центры. Это достаточно 7 человек объединились, например, тут у нас в Германии и в Австрии. Вот у Хусейна, да, Исханова, есть культурный центр, Ичкерия называется. Вы можете зарегистрировать тоже, какое-нибудь название придумать и собирать людей, проводить какие-нибудь акции. И с годами, со временем вы наберетесь опыта, наберете союзников, друзей из местных, из чеченцев или граждан Ичкерии, которые тут проживают. И все будет отлично, никаких проблем. Вот это и будет нашим гражданским обществом. И самое главное, вот, самое легкое, которое можно делать, это писать комментарии, распространять информацию. Заполняйте, да, заполняйте вот все время, везде пишите. Особенно сейчас, очень модно сейчас, все пользуются ютубом, да. Пишите, везде пишите, распространяйте информацию. Где там Путин что-то говорит, где там какие-нибудь украинские там блогеры, у которых много тысяч, десятки, сотни тысяч, миллион там подписчиков. Там распространяйте информацию. Это очень важно, очень важно и очень необходимо на сегодняшний день нам для деоккупации нашей страны и привлечения ответственности. И о нас, за нас сейчас говорят русские, наши убийцы, наши гонители, они говорят за нас. Мы не можем этого позволить. Везде должны говорить мы. Конечно, толерантно, конечно, в рамках приличия, в соответствии с законом, но везде мы должны о себе заявлять. О нас не должны какие-нибудь Шариковы говорить за нас. Опять же, среди русских нормальных тоже выискивайте товарищей, друзей, налаживайте отношения, потому что нам все равно от них на Луну не улететь, и им от нас не улететь. Нам придется с ними сосуществовать. С забором, правда, но сосуществовать. Анзорино. Цель деоккупации Чеченской Республики Ичкерия политическими методами. Абсолютно верно, Анзорино. Ты все правильно понял. Так. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Говорит Хайр 34М. Так, у нас Владимир Владимирович Путин. С Россией договориться не удастся, с бандитами договориться невозможно. Да, ну, знаете, сейчас у власти в России бандиты, убийцы, террористы, фашисты. И это правда. И сейчас с ними договориться невозможно. Но мы говорим о постпутинской России. Мы говорим о том, что будет после путинской России. И мы должны прилагать усилия, налаживать мосты. Вот, например, Андрей Илларионов и Ахмед Закаев провели в 2017 году, по-моему, да, конференцию, в 2017 точно. И там они подтвердили договор, подписанный президентом Чеченской Республики Ичкерия Асланом Асхадовым и президентом России Ельциным. Есть русские здоровые силы, которые, конечно, они не за нас, они за себя, но это нормально, мы тоже за себя. И мы должны к этому стремиться, идти. Давайте сейчас тогда немного отвлечемся. Сейчас посмотрим. Эд Мамеда задонать. Спасибо, Эд, спасибо тебе за эту очень непростую работу, говорит Эд. Спасибо. Эд, ты не поверишь, я от этого получаю удовольствие. Я просто заряжаюсь энергией после общения с вами. Я получаю азарт, мне приятно. Да, это немного
не свойственно мне, но я, ну что поделаешь, такова судьба. Так что все нормально. Так, Асланбей, еще раз о Совбезе ООН. Что, рассказать о Совбезе ООН? Обязательно сейчас расскажу. Ну, сейчас давайте я сейчас тогда только... Давайте, знаете что? Я бы хотел бы вам напомнить о том, что было. В 1994 году, как мы знаем, 3 года пытаясь раскачать ситуацию, устроив геноцид в Ингушетии, пытаясь тянуть нашу страну в войну, найти повод, да, казус белли, повод к войне. Русские забрасывали к нам диверсантов, захватывали самолеты, вертолеты, подрывы. Банда Лазовского такого была, ФСБшник, который потом был убит. Его один из подрывников подорвался, подкладывая взрывчатку под электропоезд, электрички в Москве. Сдетонировала бомба и погибла. И тогда узнали, что это сотрудник ФСБ пытался взорвать вот эту линию, железнодорожную линию, да, ветки метро. Через 3 года после всех неудачных попыток попробовали сделать вот этот ДНР, ЛНР у нас. И так называемая оппозиция, по факту, это коллаборанты, предатели, которые перешли, они были на стороне врага, да, и 26 ноября ввели войска. Я вкратце попробую сейчас рассказать предысторию вот этой войны. 11 декабря 1994 года Россия уже открыто вторглась, уже ввела войска, и 2 кровопролитных года, почти 2 года шла эта война. Убили более 100 тысяч наших граждан, по некоторым оценкам 140 тысяч наших граждан, среди которых много, среди жертв которых много женщин и детей. Также был убит наш президент, руководящий состав, очень много людей у нас погибло. И нашей стороной, нашими вооруженными силами была разработана операция по блокированию оккупантов на территории нашей страны. Эта операция готовилась президентом Джохаром Дудаевым до его смерти. В марте 1996 года, за месяц, за 1,5 месяца до гибели президента нашего Джохара Дудаева, была проведена разведка боем, как говорится, и 6 марта вошли наши вооруженные силы, ополченцы, блокировали город Грозный, тогда еще Грозный, и такая была проведена очень мощная операция. Затем в августе, 6 августа, под кодовым названием операция «Джихад» была возглавлена, уже закончена, завершена Асланом Асхадовым, начальником штаба на тот период, после гибели уже Джохара Дудаева, под непосредственным руководством Руслана Гилаева, ну и всех наших главных командиров, генералов. Была проведена блестящая операция по блокировке оккупантов, как в городе Грозном, ныне город Джохар, и Аргун, Шали и Гудермес. Вот были одновременно нанесены удары. Основной удар делался на город Грозный. После этого Россия была вынуждена сесть с нами за стол переговоров. Опять же, надо напомнить, большую роль, важнейшую роль в этом во всем сыграл Запад. В этом свою роль сыграли Соединенные Штаты Америки. И вынуждены русские были сесть за стол переговоров. В итоге был подписан договор о мире
и принципах взаимоотношений. Я бы хотел сейчас зачитать этот договор. Этот договор подписан 22 года назад, более 22 лет назад, 12 мая 1997 года. Итак, 12 мая 1997 года в Москве президентом Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым и президентом Российской Федерации Ельциным был подписан договор о мире и принципах взаимоотношений, который предусматривал решение спорного вопроса исключительно мирным путем в соответствии с принципами норм международного права. Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Сам договор. Высокие договаривающиеся стороны, желая прекратить многовековое противостояние, стремясь установить прочные и равноправные взаимовыгодные отношения, договорились. Первое. Навсегда отказаться от применения и угрозы применения силы при этом стороны взаимодействуют в сферах, определяемых конкретными соглашениями. Третье. Договор является основной для заключения дальнейших дальнейших договоров и соглашений по всему комплексу взаимоотношений. Четвертое. Договор составлен в 2 экземплярах, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Пятое. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания. Президент Российской Федерации Ельцин, президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Алиевич Масхадов. Москва, 12 мая 1997 года. Далее. Руководствуясь этим договором, в тот же день Виктор Черномырдин и Аслан Масхадов подписали межправительственные соглашения, предусматривающие развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества и создание условий для заключения полномасштабного договора между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Документ, в частности, предусматривает первоочередное восстановление объектов жизнеобеспечения Чечни, выплату населению пенсий и социальных пособий, освобождение всех насильственно удерживаемых лиц. Подписанный в Кремле документ должен был прекратить многовековое противостояние между Россией и Чечней. Спустя всего 2 года после его подписания Москва начала в Чечне очередную агрессию. Договор был вероломно, в одностороннем порядке нарушен российским государством. В пункте 3 настоящего договора предусматривалось строить отношения между 2 государствами в соответствии с принципами и нормами международного права. Этот основополагающий пункт документа фактически был полностью проигнорирован военно-политическим руководством Российской Федерации. Чеченцы еще со времен Кавказской войны знают, как власти Российской империи нарушают подписанные ими документы. Подписанный тогда, в мае 1997 года, в Москве договор между Чеченской Республикой Ичкерия и Россией был всего лишь пустой бумажкой, потому что Москва никогда не собиралась его исполнять. Это было понятно, но жители Чечни, пережившие страшную войну, очень надеялись на то, что избранный ими президент сделает все от него зависящее, чтобы не допустить нового противостояния. Но их надеждам не суждено было сбыться, и виноват в этом в первую очередь Кремль. Чеченцев просто в очередной раз обманули. Не зря. Видно, в свое время премьер-министр Англии Уинстон Черчилль сказал, что договор с русскими не стоит и того листа бумаги, на котором он написан. Вышеуказанный договор должен был стать основой для заключения дальнейших соглашений по всему комплексу взаимоотношений между сторонами. Но российский парламент так и не ратифицировал этот документ. Москва, уже подписывая договор, начала подготовку к агрессии. Между тем, международная конференция по правам народов, проходившая в августе 2004 года в эстонской столице городе Таллине, приняла специальную резолюцию по чеченскому вопросу, в которой фактически признала кремлевскую власть Путина террористическим режимом. Участники этой авторитетной конференции также обратились к руководству Тартутского института
прав народов с предложением разобрать документ, дающий юридико-правовую оценку взаимоотношений между Российской Федерацией России и Чеченской Республикой Ичкерия на основе норм международного права и договоров, ранее заключенного между сторонами, беря за основу договор о мире от 12 мая 1997 года. Резолюция, принятая на международном форуме в Таллине, является наглядным свидетельством того, что договор о мире, в основу которого были заложены Хасавюртовские соглашения от 31 августа 1996 года, положившие конец Первой российско-чеченской войне, имеют огромное историческое значение в плане подтверждения легитимности чеченской государственности как правовой документ, по которому Россия де-факто признала независимость Чеченской Республики Ичкерия. Хотелось бы еще добавить то, что один очень важный момент по поводу подмен понятий, которым занимается Россия, вот дополняет тому, что я уже прочитал. Хасавюртовское соглашение от 31 августа, когда прекратились боевые действия, чаще в российских пропагандисты, российские разные официальные лица и журналюги называют договор о мире Хасавюртовским соглашением, умалчивая, говоря о Хасавюртовских соглашениях, умалчивают договор о мире, подписанный 12 мая 1997 года Ельцин и Масхадовым. Хасавюртовские соглашения это только о начале мирного процесса. Сам же мир был заключен в Москве 12 мая 1997 года между Ельциным и Масхадовым. И этот документ подтверждает, что Россия очередной раз признала нашу государственность как равное государство. И сегодня Россия молчит об этом. И ничто не может разрушить этот договор, заключенный Асланом Масхадовым и Ельциным. Так как это соглашение, в котором участвовали две стороны, и одна сторона не может по своему желанию, в соответствии с международными нормами, разорвать или прекратить действие вот этого договора. Поэтому всегда обращайте внимание, когда говорят Хасавюртовское соглашение, это не только Хасавюртовское, самым важным документом является договор о мире от 12 мая 1997 года, подписанный двумя президентами. Ранее тоже Россия нас признавала государством косвенно. Этот документ также подтверждает, они официально не говорят об этом, что мы являемся государством, но при всем при этом вывод войск, да, мы была первая республика, из которой вывели советские войска, ну и так далее, другие межправительственные соглашения, которые подписывались. Но вот этот документ, он окончательно подтверждает, что Россия признала, да, признает на международном уровне, признает нашу государственность. И референдум, проведенный оккупантами в 2003 году о принятии Конституции Чеченской Республики Ичкерия, ничтожен, юридически ничтожен, он не имеет юридической силы, этот референдум. Даже если не обращать внимания на то, что он проведен с максимальными нарушениями, какие только возможно. Даже оккупанты, точнее большая часть, кто принимал участие, кроме подтасовок, вбросов бюллетеней и так далее, большая часть принявших участие в этом референдуме, это были оккупанты. Просто задумайтесь сами. В 1997 году они подписывают с нами договор о мире, а через 6 лет оккупанты уже голосуют за Конституцию о вхождении нас в фашистскую Россию, что является принципиальным, да, фундаментальным нарушением. Вот, в принципе, этот договор очень важен для нас. Его через 20 лет приверженности его подписала русская общественность, и наше правительство в экзиле во главе с Ахмедом Закаевым. В Брюсселе состоялась эта встреча, и с русской стороны были подписанты журналист Романов, сейчас могу ошибиться фамилией, но главным подписантом был Андрей Николаевич Илларионов, с нашей стороны был Ахмед Закаев. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Так, если будут вопросы, конечно, я буду на них отвечать. Это очень важный документ, и мы должны его приверживаться.
Как вы видели, я знаю, что русские не придерживаются договоров, да, и можно долго смеяться над тем, как они там обманывают и не держат там, не соблюдают договоров, которые они подписывают. Но при всем при этом, если вынудить, то они, конечно, соблюдают. Как, например, передача украинских кораблей, которые были захвачены незаконно Российской Федерации, и после решения суда они выиграли. Нам надо просто дойти до суда. Вся проблема в том, что из-за нашей политической недальновидности, пропаганды, огромного количества пропаганды, которая против нас льется, мы отброшены назад. Да, нас предали, нас обменяли, нас продали и так далее, и так далее. Но при всем при этом мы должны понимать, что если мы будем стоять на своем, на том, что у нас есть государственность, у нас есть конституция, у нас есть правительство, да, это основные три фактора: народ, территория и правительство, независимое правительство, способное устанавливать, это четвертый фактор, способное устанавливать международные отношения, вступать там в отношения с международными институтами, наше правительство. Это все у нас имеется, наше государство, оно имеется. И мы должны придерживаться этого. И если один фактор убрать из этого, все, у нас нет государства с юридической стороны, с юридической точки зрения. Да, мы продолжим борьбу, даже если у нас не будет правительства, даже если у нас не останется народа, или у нас там не останется земли, которая никогда нам не принадлежала, там, да какие-нибудь там ученые раскопают, что это вообще не наша земля, мы только позавчера с Марса прилетели на эту землю, мы все равно продолжим, да, это понятно. Но юридических оснований у нас продолжать эту борьбу у нас не будет. Сейчас же у нас есть все юридические основания. Нам достаточно принести это дело в суд. И в справедливом, независимом суде вместе с преступниками, вместе с теми преступлениями, которые совершены фашистской России, террористической бандой ФСБ во главе с Путиным и с этой бандой нападения, Министерства нападения Российской Федерации, мы должны, привлекая их к ответственности, не забывая их подвиги, их преступления, мы должны добиваться юридического смысле, добиваться признания нашей государственности. Израиль получил свою государственность не потому, что он победил там всех арабов, палестинцев, кого там, немцев и так далее. Нет. В юридическом смысле добились евреи. Также Косово получило независимость, также Босния получила свою независимость. И это огромное количество примеров, да, когда получали народы и государства свою независимость юридическим путем. Мы в военном плане сделали все, что возможно. Вот, мне кажется, мы сделали больше, что никто не может сделать. Честь и хвала защитникам нашей страны, всем, кто погиб, их семьям, мы должны обеспечить их заботой, вниманием этих людей, у кого погибли. У нас много раненых, которые тут в Европе находятся. В Чечне у нас находятся люди в заложниках, и мы все это должны понимать. Для этого мы должны создать гражданское общество. Мы не должны делиться на какие-то группы. Ты такой-то, ты вот так, ты такой, даже по национальностям, ты там дагестанец. У нас принято говорить, когда какой-то чеченец совершит какую-нибудь пакость, сказать, I'm Süliwar. И это, извините, это правда, да, и я это не могу принимать, и мы ни в коем случае не должны допускать. Среди нас живут дагестанцы, среди нас живут кумыки, среди нас живут лакцы, аварцы, много-много разных, евреи среди нас, наверное, живут, да, если они остались там, по-моему, синагогу открывали. Русские среди нас живут, и это тоже наши люди. Мы не должны делиться не по религиозному признаку, не по национальному признаку. У нас есть государство, мы должны это государство сохранить и четко придерживаться этой линии. Только когда мы будем придерживаться вот этого всего, мы можем защищать свои права. Понимаете? Вот тогда мы сможем отстаивать свои права. Вот тогда с нашим правительством, если мы хотим, чтобы с нашим правительством считались, вот говорят, там Ахмед Закаев не делает то, Ахмед Закаев не делает всего. Но если мы все не поддерживаем Ахмеда Закаева,
кто будет считаться с Ахмедом Закаевым? Никто не будет считаться, если мы, народ, не говорим, что вот это наше правительство. Мы это делаем не ради Ахмеда Закаева, мы это делаем ради себя. Поддерживая правительство наше, мы поддерживаем себя, понимаете? Вот для чего нам это все нужно делать. Вот, в принципе, для чего я здесь сижу, для чего мы должны объединиться и политически вырасти, стать гражданским обществом, чтобы у нас было государственное мышление, государствообразующее мышление. Ну вот, в принципе, так. Давайте я немного перейду к вашим вопросам, а там уже посмотрим. Так. Леча Дадаш. Все, что взяли русские от православия, перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором. Федор Достоевский, который прошел каторгу, хорошо знал, о чем говорит. Без комментариев. Против Достоевского не попрешь. Так, Дебора 001. На некоторых форумах, Аслан, некоторые российские политики не отрицают хасавюртовских соглашений. Так и говорят, их никто не отменял. Да, опять же, Дебора, речь не о хасавюртовских. Это такая, опять очередная подмена понятий, чтобы запутать. Речь не о хасавюртовских соглашениях, а договор о мире и взаимоотношениях, который подписан уже в Москве двумя президентами Ельциным и президентом Масхадовым. И всегда надо им напоминать, это вот такого плана вещи, как там русско-чеченская война, и там чеченская война, чеченский конфликт, любят так говорить. Да, на самом деле это не так. Речь, если придерживаться и иметь ценность, да, вот этого документа, то ценность имеет не хасавюртовские соглашения, а договор о мире и взаимоотношениях, который подписан, и принципов взаимоотношений, который подписан двумя нашими, двумя президентами, Масхадовым и Ельциным. Поэтому они не признавать они не могут. Они не могут этот очевидный факт отрицать. Есть видеосъемка, есть документальные кадры, есть документы, все имеется. И потом, после, вот уже на основании вот этого договора о мире 1997 года, есть уже подписанный документ Черномырдиным вместе с Масхадовым. Ну и так далее. Мы должны всегда об этом напоминать. Это очень важно. Мы должны вернуться к этому документу. И именно когда мы дойдем до того, чтобы мы здесь, на Западе, мы попробуем через судебную систему, да, привлечь. Но Запад тоже не будет идти, ну, как мы знаем, 20 лет там, уже не идет он на конфронтацию с Россией. Но вот сейчас уже ситуация изменилась. И сейчас уже как бы нужна такая политическая воля. Да, мы говорим, что западные страны, Соединенные Штаты, другие страны, они там правовые государства, да, демократические государства. Но опять же, мы должны понимать, мы должны им быть понятны. Если они видят, что вот сейчас мы им поможем, да, в соответствии с международным правом, по закону, они обязаны нам помочь. Но возникает другой вопрос. Если они нам помогут, а мы станем каким-нибудь Талибаном или каким-нибудь ИГИЛом, куда нас Россия постоянно твердит, и некоторые лживые люди нам рассказывают, что у нас не правовое демократическое государство, а шариатское государство, ну и так далее. При всем при этом никто против религии, ислам, там, да, постоянно пытается навесить ярлык, и мне постоянно приходится оправдываться, да, что нет, я не против ислама там, и так далее. Я не против ислама. Но опять же надо понимать четко, что есть подонки, недалекие люди, и есть люди, которые их направляют, вот этих людей. Это делает Россия. Мы должны понимать, что мы государство, и мы должны соответствовать нашей конституции все это делать. И когда нас здесь поймут и нам поверят, да, вы знаете, что первую войну русско-чеченскую мы выиграли ведь не только нашими силами, и это тоже надо признать,
а при помощи Запада, вот западных институтов. Ведь когда Яндарбиев приехал в Москву, если вы слышали, там, да, идет разговор, и Ельцин предлагает Яндарбиеву сесть напротив Завгаева. А Завгаев является коллаборантом. И получается, Ельцин сидит во главе стола, и два чеченца, коллаборант и там, наше руководство во главе с Яндарбиевым разговаривают между собой. И ну получается, вот тут русский нас разруливает, да, оккупант, вековой убийца нас сидит разруливает. И Яндарбиев говорит: нет, я не сяду, я пришел с вами разговаривать. Ельцин говорит: мы не равны. И Яндарбиев говорит: даже если мы не равны, а то, что мы не равны, это понятно, это свиноматка, это благороднейший дворянин, который приехал прилетел со своей страны. Причем, если вы помните, как это было, когда они приехали в Москву, вот этот Ельцин полетел в Чечню и оставил вот эту делегацию практически в качестве заложников. Но Ельцин до того боялся, он прилетел в аэропорт, собрал вот этих разных там прорусских чеченов, сделал видео, это у него как раз предвыборная вот это была съемка, ему нужно было поднять голоса, что он летает в Чечню, что вот он тут все решает и так далее. Но и все равно ему нужно было в заложниках оставить Яндарбиева и все наше руководство, которое прилетело на тот период в Москву. И когда Ельцин отказал, говорит: нет, садитесь сюда, говорит, Яндарбиев развернулся и стал выходить. И если вы обратили внимание, в этот момент Ельцин ему вслед кричит: вы никуда не уедете. На переговоры позвали человека, и потом говорит: вы никуда не уедете. И тогда Яндарбиев говорит, по-моему, Тим Гульдеман, по-моему, его звали, который вот именно, я вот начал говорить про вот эти международные институты, ОБСЕ, которые нам помогали, которые когда-то были честные, там, и сейчас они есть, но потом они очень себя плохо начали вести, или Россия просто много туда вложила сил и средств, чтобы их изменить. И Яндарбиев сказал: как гарант вы нам должны обеспечить беспрепятственно там улететь. По-моему, что-то такое сказал. Но сам факт, то, что Ельцин ему вслед сказал: вы никуда не уедете. Что я хочу этим сказать? То, что вот эти международные институты нам гарантировали встречи, помогали гуманитарные организации, принимали наших беженцев. Конечно же, без вот этих международных институтов, как бы мы их ни называли, какие они плохие кафиры, какие они там подлые и лицемерные и так далее, при всем при этом если мы объективны и честны, мы должны признать, что без этих международных институтов Первую войну мы не смогли бы, наверное, одолеть. И эти механизмы были нам нужны для того, чтобы как-то коммуницировать с Россией. Сегодня же мы непонятны Западу, мы дискредитированы в глазах Запада. Россия предложила что-то большее, и плюс опасные, непонятные чеченцы, которые там по утрам едят младенцев, а в обед там взрываются там в метро, как сейчас, да, Путин, живой пример, как он рассказывает, недавний пример, как он рассказывает про Зелимхана Хангашвили. Человек просто сражался против оккупантов своей страны, Грузии, Ичкерии, и он его уже обвиняет, что он взрывает метро. Хотя подавляющее большинство взрывов, терактов против мирного населения, конечно, совершается Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Главного разведывательного управления. Ну и, конечно же, за все это несет ответственность Верховный Главнокомандующий Путин. Вот, ну, вот такого плана вещи. Мы должны быть понятны, мы должны им объяснить, что мы абсолютно адекватные люди. И вот когда мы адекватные, когда мы цивилизованные, абсолютно не бросающиеся на людей люди, вот после этого Запад тогда начнет с нами коммуницировать. Сейчас нас как бы не хотят слушать. Они знают, что это правда, и никуда они от этого не денутся, понимаете? Наше преступление, совершенное против нас,
оно так огромно и масштабно, что вот эти 7 лет, 8 лет, то, что они сейчас бомбят, или сколько лет они бомбят Сирию, это меркнет. Сирия меркнет. Вы видите, что происходит сегодня в Сирии, и это при том, что есть видеокамеры, интернет, и мы все это можем видеть. То, что створилось в Чечне, это невообразимое преступление. Это самое большое преступление в 21 веке совершенное. Более преступления не совершено на сегодняшний день, в 21 веке не совершено. Возможно, и не совершит ни одна страна, и в том числе и Россия. Хотя у России еще все впереди, и она еще может там совершить еще большие преступления. Но это преступление они не могут обойти. Говорит об этом Саид Амин Ибрагимов, говорю об этом я, или говорит там группа чеченцев, или весь чеченский народ. Это не имеет значения, они могут нас не слушать. Но преступление это, оно остается, и факт налицо. И эти факты задокументированы. От этого никуда не деться. Никуда, никому. И всем этим большим международным, высоким международным институтам обязательно придется их рассмотреть. Главное, мы должны стучаться в эту дверь. Да, кто-то скажет, выходить на митинги, это кафир, это как это, харам, это там, это то все, третье, десятое. Кто-то там скажет, что просить и стучать в дверь кафиру, там, или там христианину, или еще кому-нибудь, это унижение мусульман там, и так далее. Хорошо, если ты так считаешь, ты не унижайся. Если ты считаешь, ты достойно, благородно, сядь у себя дома, ешь жижигалнаш и не мешай. Просто вот это закрой и не мешай. А мы униженные, оскорбленные как-нибудь, да, я не понес, лично я не понес никакого урона. У меня в семье никто не убит, у меня никто не пострадал. В военном плане, из близких моих родственников, дальние, да, погибли, были моменты, но это коснулось нас всех, и я считаю, что это мой долг, и я могу не унижаться и сидеть дома и есть жижигалныш, но я считаю своим долгом стучать в эту дверь до тех пор, пока этот палец не пробьет эту дверь, и у меня есть все основания стучать в эту дверь. И я призываю всех просто стать понятными, стать цивилизованными и не слушать русскую пропаганду, которую нам навязывают. Вот, в принципе, что я хотел сказать. Может, немного эмоционально, но это то, что у меня на душе. Так, и мы к этому обязательно придем. Да, мула. В этом нет ни малейшего сомнения. Да, мула. Так, Адам Адамов. Перейдем к вашим вопросам. Так, Адам, Аслан, не то, чтобы хочу дать вам совет. Так, куда делся вопрос? Вот он. Не то, что хочу дать вам совет, но хотел бы внести свою лепту. Было бы продуктивно, если бы на реалити были бы короткие видео с политическим обращением, чтобы я и другие могли распространять. Хорошо, Адам, обязательно. Но вы можете нарезать эти видео, я просто не успеваю. Я каждый свой вот этот эфир скачиваю и сохраняю. Но я не успеваю их нарезать, потому что у меня много бывает других дел, я не успеваю просто. Если вы будете помогать, и потом вы можете нарезать, что вам интересно, обрезать, залить по закрытой ссылке у себя на канале и мне скинуть эту ссылку. Я скачаю это видео и обязательно выложу. Это будет для меня просто невообразимая, большая помощь просто. Чечня не Россия, Америка сила. Правильно, Америка самое сильное государство. И мы должны дружить с этим государством. Это государство нам только помогало. Дебора, мы в Чечне заперты, говорит. Да, я знаю, Дебора, что вы заняты в Чечне, и я знаю, что мы вас не оставим. Мы одно целое. Мы вас не оставим. Чечня не Россия. Дело от алуш далари шариату оттут цаурбуш дух бусална. Это надо перевести, Чечня не Россия. Говорит Чечня не Россия, говорит, если бы в Чечне давали бы социал, то некоторые вот эти шариатчики, которые здесь проживают, они бы поехали бы строить из Европы шариат Чечню. А пока они тут строят.
Так, ошибка Закаева заключается в том, что он пошел на переговоры с Духваха. Яндарбиев на такой трюк не пошел в свое время. Этой формулы Закаев должен был придерживаться в своих политических действиях. Фриман, я тебе скажу одну вещь. Я точно так же обвинял Закаева, и я об этом писал, говорил, там, в Фейсбуке говорил, там, с друзьями, там, с приятелями, с разными там мерзавцами, которые потом выяснилось, что мерзавцы, говорил на эту тему. Да, это было неправильно, я так думал. Но давайте придадимся логике. Сегодня Дока Умаров слагает в себя полномочия, самоотстраняется от президентства Чеченской Республики Ичкерия, демократического правового государства, и возглавляет Имарат Кавказ. На тот период для объединения, и это тоже можно понять, для чего он это делал, да? В его логику для этого можно понять. И вот в этот момент у нас государственность, знамя государства, которое оставил Ичкерия знамя, вот это знамя оставил и поднял черный флаг, да, или какой там, или с надписью он был, или еще как-то. И в этот момент наши лидеры, Саид Амин, Хусейн, их много, их перечислять, я всех не буду, но это приличное количество этих людей, да, и они тут все в Европе, я с многими общаюсь и так далее. И эти люди подняли это знамя. Давайте возьмем такой момент. Яндарбиев является вице-президентом. После гибели Джохара Дудаева он становится президентом. Это, его легитимность, она вообще без сомнения, она не оспаривается. Его зовут на переговоры, и он прилетает в Москву. И вот когда он прилетает и садится с русским, во главе русский, а напротив его садится коллаборант, главный, который должен заниматься Чечней, то в этом смысле у Яндарбиева позиция намного лучше и намного выше позиция, чем у Ахмеда Закаева на тот период времени. Ахмед Закаев со своими товарищами делает, как говорится, политика искусства возможного. У Яндарбиева возможности на порядок выше, чем у Ахмеда Закаева в это время, когда он встречается с Духвахом Абдурахманом. Я это тоже предъявлял, да? Я это все говорил, я об этом, это одно из претензий было к Ахмеду Закаеву. И в это время нужно, чтобы Россия с кем-то начала, а Запад смотрит, с кем Россия ведет диалог. И в этот момент приезжает Духвах Абдурахманов и говорит, давайте будем разговаривать. Мне кажется, это был очень нужный, необходимый шаг, который очередной раз переиграл Россию. И Россия говорит, хорошо, давайте тогда, о чем будем говорить? И Россия надеется, что Ахмед Закаев, вот это знамя, вот этот договор от 12 мая 1997 года подпишет. Кстати, если вы видели, у меня на заставке стоит Ахмед Закаев сзади. Он один из участников вот этого процесса. И Ахмед Закаев подписывает договор, что вот мы навеки с Россией, и вот тогда у нас нет основания уже говорить, что есть государство, потому что предательство, подписание договора и все. И у русских вот такая надежда. И они присылают Духваху Абдурахману. На тот период Духвах Абдурахманов, когда Яндарбиев и Дока Завгаев садятся друг против друга, и во главе сидит русский, эта картинка показывает, что два чеченца между собой пытаются договориться. Это гражданская война. Но когда приезжает, и во главе не сидит русский, приезжает российский чиновник, и когда он приехал, ему было сказано, ты от кого приехал? Я вот приехал. Говорит, если ты представляешь официальные российские власти, и у тебя есть, ты уполномочен президентом России, то я с тобой встречусь, было сказано Духваху Абдурахману.
И сутки пришлось ждать, пока получил он подтверждение Духваха Абдурахманов. И Духвах Абдурахманов и Закаев провели эту встречу. На этой встрече присутствовали международные наблюдатели, международные представители там были. И в этом плане легитимность тех, кто поднял знамя Чеченской Республики Ичкерия, эта легитимность подтверждена. Поэтому я считаю, да, если вот с первого раза посмотреть, что вот Ахмед Закаев поступил недостойно, а вот Яндарбиев поступил достойно. Но если посмотреть так, что они оба поступили очень грамотно и достойно. Это был очень, очень такой верный шаг, мне кажется. И совсем по-другому, в другом свете это видится. Дело не то, что мы подумаем о Ахмеде Закаеве. Дело в том, что в юридическом смысле и в мировом смысле, в международном смысле наше государство признается в лице Ахмеда Закаева Россией. Это такие очень интересные моменты, которые я потом анализировал, я задавал вопросы, я Ахмеду Закаеву на эту тему спрашивал, с Хусейном Исхановым говорил, с другими говорил людьми нашими. И это был очень грамотный ход. Мне кажется, что не сделаем этого, у нас было бы не так. Конечно, были кривотолки, и потом, когда Ахмед Закаев не сдался, не подписал акт капитуляции, не сдал, что в принципе было исключено. Потому что, и, кстати, это решение, это было не одного Ахмеда Закаева, это была группа, они все согласились, пришли к единому мнению, и Ахмед Закаев был отправлен уже группой своих единомышленников, а не просто Ахмед Закаев решил. И вот когда Ахмед Закаев отказался капитулировать, сдать, да, у них изначально не было плана капитулировать, но было важно пригласить русскую сторону в лице этого Духвахи, и чтобы они сели и пообщались. После этого русские начали активно закидывать информацию, что вот как подло поступил Ахмед Закаев, встретился, и вот Яндарбиев так не поступил. И это осталось. И у меня, я попадался тоже на эту пропаганду, на эту дезинформацию, уловку, и тоже обвинял в этом Ахмеда Закаева. В этом много есть моментов, друзья, которые мы рубим с плеча. Но давайте будем более объективны. Это не тебя, Фриман, касается, что я сейчас говорю, а вообще, в принципе, вот задумайтесь над этим. Вы положили дикмаяти, вы особо хамилшим диедуя, но тавана положение дикмаяти. Так что вот такие вот дела. Так, давайте я перемотаю все сообщения, очень много вы тут мне наговорили. Так, мне, по-моему, так, ну все, короче, нет. Был донат, по-моему. Фриман Асан, по этой причине, к сожалению, произошел раскол. Это же больше всего. Да, но смотри, Фриман, если люди не хотят понимать, просто раскалываться. Да я тоже раскололся, я тоже не мог понять. Вот давайте попробуем понять эту ситуацию. Ахмед Закаев не подписал договор, Ахмед Закаев не уехал в Чечню, Ахмед Закаев не сдался. Давайте исходить из этого. Если бы он это так поступил, да, тогда бы все были правы. В противном случае вот, это просто всего лишь вот слова, которые нам пытаются навязать вот эту точку зрения. И навязывают, и мы знаем, что навязывают, но мы должны понимать, давайте будем объективными, давайте ставить себя на это место, давайте исходить из того, что у нас есть. Понимаете, мы деремся уже много лет, а ресурсы наши не бесконечны, с самой грязной, подлой и богатой страной, самой в военном смысле очень укомплектованной страной. Так что вот такие вот дела. Так, Тора. Запад достаточно осведомлен о ситуации в Чечне. Это вопрос. Они знают про Ичкерию, договор о мире.
не выбрали ли они легкий путь, позволив России заботиться о вашей судьбе? Как предотвратить это в будущем? То, что они осведомлены, конечно, в этом нет никаких сомнений. Во-первых, в первую очередь, потому что там присутствовали международные наблюдатели, и участники всегда были международные. О договоре о мире, конечно же, они знают. Это открытая информация. Там были и средства массовой информации иностранных государств и так далее. Но это ни для кого не секрет. И как я тут зачитывал, Таллинский институт об этом тоже проводил, правовой институт проводил анализ, и у нас все отлично. Вот он откуда, да? Понятно. Они знают про Ичкерию договор, да, они знают, не выбрали ли они легкий путь, позволив России заботиться о вашей судьбе. Да, они выбрали легкий путь, это правда, это правда. Как предотвратить это в будущем? Вырасти, в правовом смысле, в политическом смысле, вырасти. Не лезть туда, где ты не осведомлен, не лезть туда, куда ты не знаешь, не корчить из себя каких-то там специалистов в какой-то области. Оставьте это для тех, кто разбирается. Поддержите или не мешайте. Вот что. Так. Тогда я вот не знаю, кто из вас Фриман антипутинизм. Фриман это ГБшный провокатор, специально задает провокационные вопросы. Но может он и задал провокационный вопрос, я не знаю, с какой целью он это сделал, но то, что я ответил, мне кажется, это будет полезно узнать многим, как это все было. Потому что многие за это Ахмед Закаева там пытаются что-то сказать. Так, Фазен Дозен. Так, Давлют Альтенташ. Цель кремлевских ублюдок не поменять мышление народов Кавказа. Это поменять мышление народов Кавказа. Да, ну у них не удастся это сделать. Фазен Дозен. Вообще-то это американская ракета с камерами на головке поразили Дудаева. На тот момент есть версия, что либералам нового государства России помогли во всем американским, начиная от продовольствия. Нет, Дозен, Фазен Дозен, это ложь. То, что ты говоришь, это ложь. Да, кредит выделялся, но он выделялся не для войны. Об этом мы тоже уже много раз говорили. Так, Анзор Рено. Крепостному Ивану ненавистен свободный дух чеченца. Совершенно верно, Анзор. Он социал С, фаза информация от куратора ФСБ. Да, ему лично приходит письмо. Так. Фриман, вот ты говоришь, что Кочу и Анхайнис. Для чего ты сделал такой ник? Вот у меня вопрос. Вот разные ваши вот эти провокаторы упоминают Фримана, других наших вот этих подписчиков, которые тут комментируют. И потом резко появляешься ты. Вот с какой целью ты взял именно Фриман? А? Можешь ответить? Так, Аслан, чтобы не признать легитимность мирного договора между Москвой и Ельцином, они начали демонизировать личность Ельцина. Но тут образовался резонный вопрос. Так и преемник Путин тоже незаконный. Ну, это да. Леди 1974. Аслан, ты правильно все говоришь. Тогда все преподносилось только русней, а с нашей стороны не было вообще ничего. Если не ты, так и остались бы с таким мнением об этой встрече Закаева-Духлахи. Я просто этим всем, леди, сам заинтересовался. Мне было все интересно. Я раньше об этом говорил. Мне столько вбили пропаганды, лживой информации, которой я начитался, наслушался, что я делал все возможное, чтобы не признать легитимность группы Закаева и вот этих людей. Я искал везде, я проверял все, я общался со всеми, искал, и я понял, что вот в этом смысле, правовом смысле, только эти люди являются правопреемниками, да, последовательными, сторонниками, держателями, носителями нашего флага, нашей государственности.
Бог свидетель, это я делал в последнюю очередь, неохотно, но я хотел быть объективным, и я был вынужден просто. А если любой объективный начнет разбираться, именно в юридическом, оставляя качество этих людей, хорошие они, плохие они, там это, то есть речь идет о юридическом, юридической составляющей этого вопроса. Я вот пришел к этому. Так. Так, чтение Россия, хучуа, чух ты аккаунт ешь. Ну вот подонки, что сказать, я не буду дальше дочитывать чечняне России. Подонки, мерзавцы, враги, да, они другого способа не знают. Так, ну вот иду. Кидом, да, царь, и царил, да. Так, этого мы забанили. Кого еще тут забанить? Кто здесь у нас еще? Давайте кто-нибудь, только появитесь. Лицемерш. Дерюк, яхка лицемерш. Так, кто еще? Давайте мне. Только покажите мне. Покажите мне, я этих лицемерных подонков буду отсюда выкидывать к чертовой бабушке. Так. Да. Так, давайте Алена Павленко. Давно нам Алена не писала. Алена Павленко, Пучке президент мира. Ура! Вы что, не знали, что ли? Так, Адам, Фриман напоминает с давних видео Аслана. Я все видео посмотрел Аслана. Он не может быть казачком. В том-то и дело, Адамов. Сделали дубликат. У нас есть Фриман, которого я лично не знаю, но этот человек давно является тут на канале. И этот человек, под него сделали такой Фриман. Потом еще у нас есть, которых они вот, знаете, дублируют. А мы все... Так, Фриман уже ушел. Я надеюсь, это тот, кого нужно, я выкинул. Вильпестин культа. А карту боев доделали. Как раз, кстати говоря, я сегодня вспоминал об этой карте боев. Карта боев есть, но у меня на сайте. Сайт у меня есть под этим видео, вы можете посмотреть. Но эту карту боев надо заполнять. Мне нужны люди, кто будет заполнять. Я уже несколько раз обращался. И никак добровольцев, кто будет этим заниматься, я не могу найти. Люди дорогие, давайте, помогайте. Карта есть, я все оплатил. Как бы могу предоставить доказательства, что я все оплатил. Вот мне нужна, короче говоря, помощь. Но она очень нам нужна, эта карта. Так. Ингбой Дикадик. Ассаламу алейкум. Посвяти, пожалуйста, людей насчет 2 районов, которые подарил нам Дудаев. Дай ясность в этом вопросе. Я не знаю никаких, не хочу просто ничего это обсуждать. Как освободимся, сядем, поговорим. Алена Павленко, мне уже страшно, вдруг он в Крым перетащил атомное оружие. Вполне вероятно, почему нет? Фриман антипутинизм. Эти ГБшные провокаторы дублируют Маждаду и Фримана. Да? Да. Так, Макс Саковский, пожалуй. Как найти... Под меня тоже делали ник. Я, конечно, простой смертный, но все это наводит на размышления. Да, как найти? Ты на самом деле очень активный, и ты очень дельные вещи говоришь. Здесь нужны люди, которые говорят дельные вещи и активные. И вы, я помню, мне скриншот скидывали, там, переписки, там прям перечисляетесь, как найти, Маждада, Фриман, еще кто-то, вот 4-5 человек, на которых, видимо, решили сделать. Ну вот и смотрите,
как нам мешают. Вот мешаем мы им или нет? Вот и смотрите, делайте выводы. Так, антирашизм. ДРС хорошая работа. Боркал за разъяснение важных вопросов. ДРС масса хуй антирашизм. Ставьте авы, тогда вас путать не будут. В том-то и дело, авы тоже можно, вильпус инкульта, авы тоже можно поставить и никаких проблем. Тогда вас путать не будут. Вильпус инкульта говорит, оставьте авы. Авы тоже можно подделать и вот только нет смысла. Можно, только не здесь эти земельные вопросы, тут не кадастровый учет. Вот видишь, модель, и вот из-за таких твоих комментариев у тебя появляются двойники. Игорь Разумовский, Аслан, твое мнение о нынешней Чечне? Это очень большой вопрос. Но если коротко, Игорь, наша страна оккупирована вашей страной, если вы россиянин, конечно. Наша страна оккупирована Российской Федерацией, и мы находимся сейчас в очень тяжелом положении. У нас погибло 30% населения, около 300 тысяч человек, из которых 42 тысячи детей. Народ находится по факту в заложниках. Около 300 тысяч находится здесь, в Европе. Мы продолжаем свою борьбу за свою государственность. И никогда она не будет прекращена. Даже когда мы освободим свою страну, покиньте, мы, создавая институты, создавая разные гражданские общества, мы опять продолжим борьбу. Борьба должна быть всегда, да, народ, любой народ, да, вот возьмите Германию, возьмите там любую страну, которая уже там имеет свою государственность. Эти страны всегда борются. Возьмите тот же Израиль. Там и женщины, и мужчины постоянно военнообязаны, постоянно защищают. И у нас 100 миллионов, да, сосед, у них там 600 миллионов арабов, там, и они тоже борются за свою. И всегда надо бороться. Всю нашу жизнь. Или же отдать свои права русским, там, туркам, кому еще мы захотим отдать, или не захотим, чтобы самим не делать. И пускай за нас управляют, а мы так бесплатное приложение Мурзилки к Мурзилке. Так получается. Дебора 001. И под меня делали, какая-то безграмотная, говорит. Да, Дебора, значит и ты у них там замечена. Короче говоря, нас атакуют. Значит, делаем все правильно. Это при том, что у нас так мало подписчиков, что вот мы такие неинтересные, такие все там эти отлученные от мечети. Вы не представляете, как мы им мешаем, да? Как мешаем. Тут просто мы их в пух и прах разносим, понимаете? Всю эту ГБшную вот эту прихвостню, блин. Так. Так, с этим родной разбил спокойно станок за столом. Ночью изгоняем, потому что малодушно ждать. Так, картинка. С этим районом разберемся. Так. Лунный свет. Так это и под меня могут сделать лженик. Нужно быть теперь бдительными. Да, у меня вопрос, как мне разбираться с вами? Как мне с вами разбираться? Да, вот у меня вопрос. Кого из вас, ну, чтобы выяснить, кто из вас кто? Вот я сейчас этого Фримана забанил, и я надеюсь, Фриман, отзовись. И вот понять бы, кто. Вот видите, как эти лжецы действуют, как подонки действуют. Видите? Вот это нечистоплотность, ложь, обман. Это их конек. Они не могут по-другому. Это лжецы. Это подонки. Только русские так могут действовать. Так, Леча Дадаш. Давайте поговорим то, что говорит Леча Дадаш. У нас времени осталось 6 минут. Я планировал сегодня делать буквально час, но вот затянулось у нас общение, да? Так, про Леча Дадаш задает вопрос. Ну, не задает, он рассказывает. Лубянский стрелок ошарашил контору. Веселятся и ликует весь народ.
Да, лубянский стрелок Евгений Манюров уничтожил несколько бандитов из банд Притона, главного логова ФСБ на Лубянке. Сам погиб, пожертвовал жизнью. Сейчас на него возводится очень много напраслины. Представляют его связанным с украинскими нацистами. Потом с какими-то арабскими, там сразу понятно, что это там какой-нибудь исламистами связано. Потом английские спецслужбы его там заслали, он там работал в каком-то охранном агентстве, английском охранном агентстве. Ну и так далее, и так далее. Короче говоря, русским хотят показать, что вы, русские, не способные, да, ФСБ для вас не враг, и вы, русские, не должны подумать, что ФСБ для вас враг. И вот поэтому всячески, что это не русский, с русским мнением, за русских сделал. И вот они пытаются его опорочить, его запачкать, его доброе имя. Этот человек не убил ни одного мирного человека. Если бы он хотел бы убить мирных людей, то, конечно, жертв было бы намного больше. Там ночью, вечером, когда он туда пришел, и час, почти более часа даже, он там ходил и там расстреливал, как разбежавшихся этих в панике, этих бандитов и террористов. При всем при этом у него была, конечно, возможность убить мирных людей. Ни одного мирного человека он не убил. Значит, этот человек абсолютно адекватен, да, его еще сейчас пытаются психически ненормальным сделать, адекватен, он отлично разбирался, для чего он пришел, к кому он пришел. И то, что он стрелял по окнам, бегал вокруг этого главного притона Лубянки, и говорит о том, что человек вот демонстративно показывал, кто враг. И это черная метка, это сигнал всем русским. И русские должны понять, что эта спецслужба должна быть у всех стран. И без спецслужбы ни Россия, никакие государства существовать не могут. Это обязательно. Но необходима спецслужба как для защиты внутри, так и там снаружи. Но при всем при этом мы должны понимать, что эта спецслужба, она не выполняет своих прямых конституционных функций, конституционных обязанностей, которые возложены на нее законом. Эта спецслужба убивает русских, россиян. Она свою карьеру во главе с Путиным и даже Ельцин, это все оттуда идет. Много веков, пока не будет, много лет уже, десятилетий, эта спецслужба убивает русских, убивает россиян, убивает советских граждан. Пока русские это не осознают, пока не признают эту террористическую банду, преступную банду, тем, кем она является, до тех пор вас будут убивать, до тех пор у вас будут проблемы. И памятник Евгению Манюрову, когда будет установлен, как первому, кто напал на этот банд-притон, из русских, да, мы, чеченцы, это враги, которые воюем, да, и вам постоянно рассказывали, что мы воюем, чтобы ради воевать, да, мы защитники своей страны, воюем просто, чтобы делать нечего. Но теперь вот русские проснулись, вот появился, и это Манюров не первый человек, до этого два было подрыва, самодельные бомбы, два молодых человека, оба 17 лет. До этого один взорвал себя и двоих, да, самоподрыв совершил. И это уже становится, я вам скажу, уже такой практикой, такой распространяется это все сильнее и сильнее. Два 17-летних пацана, один взорвал двоих, второй, это по их данным, возможно, было жертв больше. Второй нес и не успел донести, тоже взорвался, говорят, и тоже погиб, тоже 17-летний парень. И вот сейчас 39-летний парень, взрослый мужчина, осознанно, не под какими-либо эмоциями, не психопат, который всех подряд стрелял. Нет, он не стрелял в мирных людей, женщин, детей. Он не убивал, в отличие от ФСБ. Он именно за то, что ФСБ убивает русских, женщин и детей, пришел в это здание. И вот он совершил вот этот акт отчаяния, по сути, да. Но я абсолютно уверен, что многие русские сделают по этому поводу выводы. Я очень надеюсь на это. И в конце концов эта банда будет призвана к ответу. И чем быстрее русские это сделают, мы вам будем
абсолютно мотивированные помощники в этом, чтобы привлечь. Мы вам предоставим огромное количество доказательной базы о преступлениях. Вы сами найдете огромное количество, если вы возьмете это здание и достанете оттуда архивы, которые имеются. Ну и так есть много людей, которые занимаются этим вопросом. Честь и хвала человеку, который ради своего народа, ради справедливости отдал свою жизнь, какой бы национальности он ни принадлежал. Честь и хвала таким людям. И надеюсь, когда-нибудь будет на месте памятника Дзержинского, главного убийцы русского народа, советского народа и чеченского в том числе народа, на главном убийце на этом месте будет стоять памятник таким людям, как или такому человеку, вот Евгению Манюрову. Вот тогда наступит, Россия станет абсолютно свободной, демократической, правовой страной. Я в это верю, я буду прилагать усилия ради того, чтобы права человека, верховенство права на земле восторжествовало. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, спасибо, что поддерживаете. Следующий эфир будет у нас в пятницу, как обычно, в 21:00 по Берлину. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум.